этим я начала заниматься в юности. В далекие 60-е годы, вы представляете, что это будет в годы 60-е, 70-е. Вот. Но это была всего лишь дипломная работа, но она послужила для меня толчком, началом работы с таким вот незаурядным человеком. Много сегодня слов было сказано о нем. Вот. И, конечно же, так получилось, что выходу моей первой работы предшествовало долгое ожидание. Чего ожидание? Ожидание лучших времен. Вот. Как будто бы мы знали, что что-то будет меняться и так далее, но оно случилось. Вот. Значит, в начале 90-х годов наконец моя тема была утверждена в качестве темы для защиты кандидатской диссертации. Работа была выполнена в срок. Вот. Руководил тогда моей работы первым руководителем был Иван Михайлович Романов. Он меня, конечно, поддерживал, но нас не поддерживали, вы знаете, кто, конечно, это власти не разрешили. В 60-е годы хотелось тогда, была молодая, ну как же так, это как-то человек, вот, и как это не разрешали. И, как все молодые люди, шла на ум. Однако нас быстро остановили. Да. Ну и, значит, чем-то другим заняться, тем не менее, я занималась, ну и несколько тем было разработано, но меня не покидала мысль все-таки вернуться. И вот это время наступило в начале 90-х годов. Тогда руководителем нашей кафедры стала Людмила Тимофеевна Иванова, и вот она стала говорить: Альбина, чего сидишь? Давай. И так получилось, что даже мои коллеги, которые работали на других факультетах, встречали меня в автобусе и говорили: Альбина Дичкова, как у тебя дела? Когда ты будешь писать работу? И мы через весь автобус вот так переговаривались. Ну, во всяком случае, я в 99-м году защитила. Вот, и на следующий год я смогла издать монографию Ксенофонтове. Это была первая работа. Конечно, много сегодня сказали, действительно, это так, это и его богатая биография мной была раскрыта, конечно, не сразу. Вот эти годы, наверное, остановки, эти годы, как говорится, ожидания, наверное, 90-х, подспудно, конечно, ожидания 90-х годов, наверное, дало очень много для осмысления этой фигуры, потому что одно дело, когда я писала молодой девушкой, и другое дело, когда я уже подошла к написанию уже кандидатской диссертации. Ну и, во-первых, был собран материал, вот я была, наверное, одним из первых, не думаю, что самой первой, но одной из первых, наверное, работавшей в архиве. Тогда вообще мало людей занималось в архиве, сейчас это Якутский научный центр. Вот. Но, тем не менее, работа, конечно, меня здорово увлекала. Я тогда училась на последнем курсе, вот, собственно, готовилась к дипломную работу, и, что интересно, еще находилась в таком интересном положении. И было много времени, действительно, и вот когда я старшему сыну говорю: ну ты же уже причастен, ты тоже со мной работал, да? Он не понимает: мама, что ты говоришь? Я говорю: ну так вот, говорю, объяснила ему. Вот. И, конечно, что для меня, значит, осталось за закрытыми дверями? Конечно, его, во-первых, биография юриста, и, естественно, его как бы политическая биография. Вот. Не скажу, что да, многие фонды, кстати, были закрыты, поэтому тоже, значит, это пришлось на это время ожидания. Например, биография его политической деятельности не была так полно раскрыта, если бы не при открытых фондах в 90-х годах. Поэтому в 90-е годы, как бы готовясь уже к написанию работы, я, конечно, посещала архив. Вот. И, естественно, те фонды, которые были закрыты, к счастью, они, конечно,
так быстро, неожиданно были открыты. Я находилась в постоянной связи с архивистами, потому что вела практику архивную. И фактически каждый день со студентами выходили в архив, и мне все было известно, что и когда, и как шла работа по рассекречиванию этих документов. Вот. Когда со студентом я готовила диссертацию, я запросила, значит, один документ, вот, заказала, и мне это дело мне не дали. Я спросила, говорю, в чем дело? Я вот заказала, мне не принесли. Когда вы прочитайте внимательно, там примечание написано. Оказывается, с документами вообще не только Ксенофонтова работала специальная комиссия. И эти документы, конечно, были архивированы, как говорят, их уничтожены. Уничтожены были экспертизой. В результате, ну это, скорее всего, конечно, не архивная экспертиза, а политическая. И вот, конечно, многие документы, я так думаю, и некоторые документы были таким образом уничтожены. Вот. Ну и теперь, конечно, хочу сказать о его политической биографии. Но для меня она вообще, вот этот период, 90-е годы, дали возможность, конечно, по-иному взглянуть на него, вот как-то полнее раскрыть и его отношение вообще к, собственно, революции. Потому что вы знаете, как относилась наша официальная власть вот к Ксенофонтову из-за его политической биографии. А я хочу сказать, что фактически он прожил 50 лет ровно. Он родился в 1888 году, Цюринская дача станции, наверное, совершенно верно, по новому стилю, а по старому 4 января. А умер он, был расстрелян в августе, хотя арестован был где-то в апреле весной 1938 года. Ему уже исполнилось 50 лет, а расстрелян был где-то в августе. Вот, по документам. Так вот, значит, за этот период, фактически небольшой период, я сравниваю с многими, во-первых, да, человек, ну, скажем так, становится профессионалом в полном смысле этого слова. Он же фактически освоил 3 профессии. Вот, например, к 30 годам он стал совершенно сформировавшимся юристом. Вот. Но об этом рассказывали, я повторять не буду. Вот. Затем, значит, волю опять судьбу. И здесь мы должны, конечно, наверное, это тоже в какой-то степени его счастье, что его биография, его жизнь проходила вот в этот период. Не просто переломный период, а тот период, когда он мог проявить все грани своего яркого таланта на поприще юриста, раз, на поприще политика, во-вторых, и в-третьих, конечно, ученого. Ну, такой дар, наверное, или, скажем, судьба, наверное, дает не каждому человеку. И вот это можно, наверное, такой, так сказать, реализацию именно вот в этот период. Ну, значит, получается, что он, прожив 50 лет, фактически стал совершенно сложившимся политиком. Сегодня вот мы с вами политиков выступления слушаем, да? Вот, действительно, мне кажется, он был не хуже. И, конечно, и действительно он был таким, и очень яркий. Видимо, конечно, здесь нужно сказать, что его адвокатская деятельность помогла ему именно, как бы скажем, научила ораторскому искусству. Потому что для политика это очень важно, когда до него, значит, то есть он может донести свои мысли, свои идеи до граждан, вот, до населения, ему это удавалось. Конечно, во многом сыграл авторитет, который он заработал во время работы адвокатом. Безусловно, потому что сама февральская революция его застала тогда, когда он находился как раз по своей юридической специальности адвокатской, как раз находился в Белинске. И там, собственно, и началась его политическая деятельность, можно сказать так. Вот, с февральских событий. Но февральские, октябрьские события, безусловно, как раз это тот период, когда он мог, значит, свой такой дар, скажем, да, и можно сказать, тоже профессиональный дар политика, конечно же, раскрыть.
Во-первых, не каждому удается быть создателем партии, тем более либеральной национальной партии, вы тоже все это знаете. Вот. И, наконец, Светлана Николаевна, я хотела сказать, да, извините, я со студентами работаю, чаще говорю всех ребят. Вот. И я считаю, что и, значит, с особую заслугу, конечно, мировую известность ему принесла, собственно, вот, третье увлечение. Сначала именно с этого началось как увлечение. Увлечение, можно сказать, даже с детских где-то лет. Он же ведь воспитывался не в своей семье, а в родственников, поскольку был старший сын, чтобы как бы у якутов это принято, чтобы далее семья, скажем, и дети рождались благополучно, значит, они отдавали старшего на воспитание своих родственников. Вот он был как раз вот самым старшим, и поэтому именно находясь там как бы на свободе, у них все-таки было довольно строгое воспитание, многодетная семья, мама была достаточно строгая, а вот папа мягче, но зато папа, конечно, был строителем вот этой семьи, он был не просто главой, действительно, это тот отец, который, собственно, создал настоящую семью, не просто большую семью, а дал своей стране, скажем, да, республике, конечно, таких выдающихся деятелей, то это были дети. Причем, нужно сказать, это был очень заботливый отец. Он всегда заботился о детях. Ведь Ксенофонтов, занимаясь научной деятельностью, находился в большей части и вообще жил в Иркутске, а время проводил не в праздных разъездах, а в командировках постоянно. Поэтому, значит, его альма-матер, конечно, был Томский университет, но однако, как ученый, он сложился в стенах Иркутского университета. Это началось, конечно, с опеки Петри, безусловно, вот, и того круга, который сложился. Если мы будем говорить о Кадникове, то тогда он, конечно, был намного молодой, многому учился у Ксенофонтова. Вот, поэтому ему посчастливилось, конечно, его окружали хорошие люди, вот, которые, скорее всего, можно сказать, помогали становлению его как ученого. И вот, значит, став таким исследователем, конечно, он никогда не зазнавался, никогда не кичился. И нужно сказать, что он имел близкие контакты с значит, теми известными людьми, которые давали здесь ссылку и даже у них останавливался. Это, прежде всего, хочу назвать Пекарского. Пекарский даже привлекал его к работе над своим словарем, так как все-таки он в совершенстве, конечно, он и разговаривал по-якутски, вот, и привлекал Ксенофонтова какое-то время для своего словаря. Поэтому, конечно, Ксенофонтов дал очень много нам и своих трудов оставил, видимо, для того, чтобы новое поколение 21 века могло, наверное, разъяснить, где-то даже разгадать его замыслы, его идеи, его мысли. Они очень интересные, безусловно. И я думаю, значит, та работа, которую сегодня институт ведет, она будет этому способствовать. И в конце я хочу сказать, конечно, моя работа первая называлась просто Ксенофонтов, научно-исследовательская и политическая деятельность. Однако, когда я через 8 лет вышла вторым изданием, то я решила ее несколько изменить ее название. Назвав, значит, говорила здесь Ксенофонтов, ученый, политик, юрист. То есть, на первое место, естественно, я ученого поставила, потому что именно известен он, и, наверное, до конца реализовался как ученый, именно, да, как ученый. А вот, что касается, значит, хронологии, она шла в обратном направлении. То есть, если у меня заканчивалось юристом, то как профессионал сначала сложился он как юрист, потом как политик, а затем как ученый. И, безусловно, значит, я думаю, что и обстановка сыграла свою роль, и, конечно, большое, здесь об этом говорили, я тоже хочу подчеркнуть, конечно, большое влияние оказывала семья. Семья.
И, конечно же, меня интересовалась, какая же, наверное, женщина, наверное, его личная жизнь. Вот. Он был человеком, ну, наверное, как мы, также влюблялся, также любил, также хотел иметь детей. Но вот первая его любовь тоже фактически достойна, наверное, романа. Вот. Он женился на красивой метиске, вот. Но брак не был долгим, она в природах умерла. Это, конечно, несчастье он очень долго переживал, и спустя почти 10 лет он только женился вот, на той женщине, и тоже удачно. Поэтому я считаю, все-таки в общем, в целом, и личная жизнь у него сложилась, и он оставил потомство. Причем вот сын, выступавший, то есть у которого брали интервью, он посетил несколько раз Каргалас, уж очень хорошо приняли семью, с женой приезжал, и они по поводу этого тоже организовали конференцию, круглый стол, вот, и мне тоже удалось пообщаться с ними. Я общалась с внучатами, племянниками Синоконтова, они все жили в городе и живут в городе, и, конечно же, Зоя Ивановна. Вот, она вот внучатая племянница, вот говорят, что до сих пор она жива, но находится, конечно, в преклонном возрасте. Конечно, я хочу также поблагодарить, наверное, Гусин очень много сделал, конечно, для увековечения его имени. И какие бы ни были мероприятия, все равно всегда меня приглашали. Я тоже за это благодарна. Поэтому у меня все почести. Сегодня я хотела одеть медаль с изображением, вот забыла просто, потому что у меня экзамен был с утра. Медаль с изображением Ксенофонтова на ленте, такой цветной ленте, но, увы, не суждено было. Поэтому благодарю вас